Здравствуйте, друзья! Я надеюсь, сегодняшние приветы поднимут настроение многим. А начнем рассказ «Сос Паника». Мы так его тогда назвали. Он больше всех собрал откликов. Очень много людей мне написали о своих переживаниях за него. Мы помним, как скромный мальчишка, бывший домашний, оказался один, никому не нужный, сидел в ППЖ на цепи у будки и не имел возможности зайти в эту будку в -50 даже ночью, так как злой сосед не замолкал, лаял, пугал и готовый был его порвать. Оставалось только дрожать за будкой от страха и холода и покрываться инеем, не сдвигаясь с места. Конечно же, мы спасли его, привезли. Был он простужен и с кашлем. И на него вскоре откликнулась семья из Питера, Людмила. И вот наш мальчишка уехал в Питер. Уже сданы анализы, уже лечат от простуды, уже у него есть свои поклонники и на улице, и в зоомагазине. Малыш, а назвали его Мишкой, учится жить в квартире, гулять на поводке и даже охраняет свою хозяйку. На всякий случай, от всех. А теперь жизнь у обоих удалась, и все счастливы. А мы-то как? Скорее всего, Миша с паником пыталась, не реагирует. Вот где буква Ш, там реагирует. И так он на Мишку похож. Ну, правда, у нас кот Мишка есть, но как-нибудь разберутся, наверное. Иди, мой маленький, ты мой маленький, ты мой любимочек, ты мой родной мальчик, да. Какой ты хороший, какой ты золотой, какой ты послушный, какой ты умный, да. Да, ты очень умный. Сейчас уже счастливый. До этого был несчастный, тебя и ногами били, да. Могу сказать, когда я подняла эту самую ногу, чтобы поводок переступить, он шарахнулся от меня как ненормальный. Бумерангом все вернется этим людям, да, да. А где игрушка твоя? Где твоя игрушка? Игрушку. Где Где колечко? Колечко давай. Колечко. Где колечко? Где колечко? Где колечко? Тын. Тын. Где колечко? Пузя почесать. Ну давай, Пузя, почешем. Пузя наша почешем. Да. Ой, как хорошо. Ой, как хорошо. Ой, ой, нет, Мишенька, нет, 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 нет. Пойдем домой, домой, пойдем домой. Домой, пойдем. Вон снежок идет. Ой, новогодний снежок идет. Пойдем, нет, мы в лес не по... А что такое? А что? Ты туда хочешь? Голосочек появился у нас, да. Пойдем, мой сладкий. Пошли, пошли, пойдем, мой хороший. Пойдем, мой собачонок. Пойдем. Ой, как хорошо, снежок, да. Ой, как хорошо, да. Да. Лоя, ты где там? Пушистая счастливица из ППЖ. В тот день забирали троих, в том числе и эту девчушку, которая танцевала на задних лапках и совсем не хотела умирать. Конечно, торкнуло ее жизнелюбие, ее тяга к человеку, ее веселый нрав, доброта. Она должна жить. Через месяц она дождалась перелета и была уже в Москве. А вскоре ее заметила семья Людмилы из Питера. Она отправилась в свое счастливое будущее, где ее встречали, ждали, готовились.
Она якутянка. Обнюхивает все. Не бойся, не бойся. Да ее главное фотографирую. Ну что мы, хорош. А? Ну. Вот и Боба подошел тут. Да никто не боится. А Боба сейчас есть к нему и к ней будет. И посмотри, как они приняли ее. А этот хочет напасть. Пират. Дана, Дана, иди ко мне. Вечерняя прогулка. После ужина ждет хозяйку. Дана, Дана, иди ко мне. Иди ко мне, Дана, Дана, Дана. Дана, что ты все наверх смотришь? Кого ты там смотришь? Белок, что ли? Белок здесь нет. Ой, все наверх и наверх. Дана, Дана. Иди ко мне иди. Надо же, все наверх смотрит. Проделав тысячи километров, получается у некоторых найти семью быстро, а большая часть остается в ожидании своих мам-пап на передержках. Они так все хотят быть домашними. И все в наших руках, люди. Только откликайтесь, берите их. Спасибо всем добрым и отзывчивым, кто помогает финансово и кто помогает, предоставляя свой кров, свою любовь и заботу. Спасибо Людмиле и Виктору за заботу о нашей якутянке. А назвали они ее Дана. Счастья вам и здоровья. Здравствуйте, Лариса. Назвали ее мы Данна. Живет она, слава богу, хорошо. С Лиской они уже почти подружились. Всего вам доброго в спасении животных. И спасибо вам за это. Конечно же, мы спасаем не только собак. Эту трехцветную красавицу, выживающую в холодную осень в Краснодарском крае, показала мне Женя. И вскоре она приехала в Москву. Передержать согласилась Неля Михайловна, за что ей огромное спасибо. Кошечку привили, стерилизовали. А в это время ее очень ждала семья в Германии. Друзья нашей подписчицы Эвелины, у которой также живет наша краснодарская трехцветка. И вот очередное чудо. Девчушка на Новый год уехала в семью, где так ее ждали и очень готовились, накупив ей много разного – лежаки, игрушки, вкусняшки, а назвали ее сами. Пусть будет счастлива. Спасибо, Эвелина, за все. Лара, все в порядке, все в порядке. Я волнуюсь, потому что я увидела первый раз якутская собак. Женщина невероятно счастливая. Она живет 3000 километров отсюда. Он и сейчас поехать дома. Большое спасибо, Лариса, большое спасибо. Кузя, сбитый машиной 2 года назад, 2 недели лежал у дороги. Когда мы узнали и привезли в Москву, лапу пришлось удалить. Прошло 2 года. Бровкина вытащили из ППЖ в далеком 19 году. Уже тогда мальчишка был не молодой.
и на передержке у нас прожил 4 года. И вот счастье улыбнулось и ему. Бровкин недавно вместе с Кузей поехал в новую жизнь. Может, вы знаете, что в Германии прошли наводнения, и дом будущей хозяйки Кузи и Бровкина затопило. Выручила семья нашей Аллы. Временно дали приют, пока решится вопрос с другим жильем. Друзья, надеюсь, вы все помните Рыжика из ППЖ. Видимо, очень много бед перенес этот молодой мальчишка. Он не мог даже ходить, еле стоял на ногах. Скелет, обтянутый кожей. Туча паразитов доедали его тощее тельце. Тогда его взяла к себе волонтер Елена. 3 месяца Рыжик Бади жил у Елены. И за это время превратился в упитанного, веселого мальчишку. Огромное спасибо Елене, она сделала все возможное. Правда, страх еще живет, еще не прошли страшные воспоминания о прошлой жизни. А сейчас он в семье и шлет первые приветы из дома. Балтус молодой, и сейчас у него началась другая жизнь. Все ужасы забудутся, впереди только хорошее. Счастья тебе, малыш. Fein, so fein. Ja, so ist fein. So ist fein, ja. Fein. So brav. Fein. So brav, ja. Feiner Bub. So feiner Bub. Ja. Малышка Чес, порванная в ППЖ, вырванная случайно и вовремя. Успели, спасли, вылечили. Почти месяц лежала в клинике Якутска. Потом месяц на передержке с медуходом в Москве. И вот наша красавица в семье, в хорошей форме, расцвела. И дай бог не вспоминать ей пережитые ужасы. Будь счастлива, малышка Чес.
Вот кобель, отлов. Я маленький, весь дрожит почему-то. Видишь он? Или нервный тик у него, или дрожит, не понять. Но кушает. Возраст где-то около 6 лет. А это лорд. Он очень похож на нашего давно спасенного Шерлока. Возможно, это его брат. Шерлока мы спасали 4 года назад, и он есть на нашем канале. И внешность, и характер, и харизма, и уважение собратьев, и лидерство – просто копия. А теперь лорд. И он также счастлив, он также пристроен. Вера, спасибо тебе большое за Шерлока, что ты его разглядела и вовремя приняла участие по его спасению. Давай, сажай. Лорд, пошли, давай, выходи. Ох ты, как сразу. Он дома. Рекс, бывший домашний, возрастной овчар. Каково быть списанным, ненужным и оказаться там, где тебя на старости лет еще и порвут. Да, Рекса порвали в вольере сородичи. Ту ночь он бы уже не пережил. Даже ушел в будку, ничего не желая в этой жизни больше. Мы его забрали, отвезли в клинику, обработали раны, передержка, Москва, отправка. Все как обычно. И вот первый привет из дома. Немного, но что есть. Главное, что наш спасеныш уже дома, уже в заботливых руках. Ja. Fajne. Dit. Pjedet. Друзья, многие ранее уехавшие наши питомцы посылают поздравления с Новым годом. Показываем их без имен. Возможно, вы узнаете их. Прошедший год был, как всегда, напряженным, сложным. Кого-то успевали спасти и вывести, иногда не успевали, к сожалению. Но мы с вами подарили жизнь очень и очень многим. Я благодарю всех, кто помогал, кто в трудные минуты был рядом. И я поздравляю всех с Новым годом от себя, от имени нашего канала, от всех тех, кто был рядом, кто помогал спасать, вызволять, встречать, лечить, пристраивать. Друзья, я всех благодарю. И поздравляю всех с наступающим Новым годом. Будьте здоровы, будьте счастливы и оставайтесь с нами.